Утро для жителей Воркуты началось неспокойно. Ровно в 6:30 их разбудили подземные толчки. Первыми их ощутили жители микрорайона Тиман. Далее беспокойные звонки в оперативные службы поступили из поселков Варгашор, Комсомольский и Заполярный. Слава богу, без последствий. Во втором районе дня за 3 до этого в час ночи хороший толчок был. Да, сегодня ровно в 6:30 я закачалась в кровати, как в лодке вместе с люстрой. Ну, не влияют. А ведь давно уже говорили об опасности техногенной катастрофы. Мы сидим как на столе. И стоит одной ножки не выдержать, беда неминуема. Согласна с вами, ведь свежих научных данных нет. Никто ничего не изучает. Все закрыто. В комитете ГО и ЧС, как и в МЧС, подтвердили получение сигналов, но от комментариев отказались. Аналогично после запроса нашего канала отреагировали синоптики. Напомнив лишь то, что восточная часть нашего региона за счет Урала действительно, цитата, геодинамически активная. И года 3 назад после потряхивания у некоторых жителей Троицко-Печорского и Усть-Куломского районов даже печки лопались. Ясность в ситуацию внесли ученые. Там заявили, что у сегодняшних толчков явно техногенное происхождение, и о землетрясении говорить не приходится. Это немного, 1-2 балла по шкале. На работу шахт и наземных шахтных сооружений подобные события никак не влияют. Тем не менее, специалисты их тщательно отслеживают. Когда отработают большой участок шахтного поля, осадка кровли происходит. Ее сначала подбучивает, а потом в огромный массив отработанной какая-то плита присаживается. И происходит что-то вроде горного удара, но он не затрагивает действующие горные выработки, потому что это происходит в отработанном пространстве. Мэр Заполярного города Игорь Гурьев на своей страничке ВКонтакте, а потом и в интервью агентству Коминформ даже назвал место, шахту Комсомольскую. Впрочем, в пресс-службе угольной компании в такие подробности вдаваться не стали. Причины толчков природные. Горные выработки шахт Воркута-Уголь обследованы, воздействие события не обнаружено. Шахты работают в штатном режиме. Такие явления не единичны и проявляются с определенной периодичностью и разной степенью интенсивности. Они не влияют на безопасность ведения горных работ и состояние здания и сооружений на поверхности. Тем не менее, тщательно отслеживаются. Итак, получается, по предварительной информации имело место не землетрясение, а движение пласта породы. Впрочем, судя по всему, инцидент, который так напугал горожан, никак не отразился ни на работе градообразующего предприятия, ни на жилфонде. Мы будем следить за новыми подробностями.